Достар, сәлем. Бізде бүгін қызықты подкаст. Бізде қонақта парламент сенатының депутаты Аққожина Бибігүл Бүркітқызы. Бүгін біз ынтымақтастық және бірлік туралы сөйлесетін боламыз. Және де тек қана осы тақырыпқа тоқталмай, біз басқа да өмірлік бір кезеңдерге тоқталатын боламыз. Ал Серік, мүмкін сіз жалғастырасыз. Рахмет, Бибігүл, рада вас видеть здесь, в Костанае. Теперь уже рада вас видеть здесь, в Костанае, потому что вы же уже в Астане. Вопрос первый. Как часто бываете в Костанае? Связь с регионом, с нашим. Рахмет. Ең бастысы, мен амандасып шығайын. Құрметті жерлестер, баршаңызға жалынды сәлем. Қостанайға келгеніме өте қуаныштымын. Баршаңыздың күніңіз, басталып кеткен көктеміміз баянды, бақытты болсын. Но теперь, переходя к вопросам, безусловно, я сейчас в Астане, но родные, близкие, друзья, они все здесь в Костанае, поэтому по тем или иным, безусловно, это могут быть и рабочие поездки, это могут быть личные поездки, это могут быть встречи с друзьями. Я бываю раз в 2 месяца, раз в 1,5 месяца, это вот стабильно, с огромным удовольствием. Сіз Қостанайда жиі келіп тұрасыз, өзіңіз айттыңыз. Енді келген кезде Қостанайда қандай елеулі өзгерістерді сіз өзіңіз көрдіңіз, және де сол туралы айтып берсеңіз кішкене. Біріншіден, Қостанайым менің ойымша ол ешқашан өзгермейді. Неге десеңіз, ол жүректі жылтыратын керемет қаламыздың бірі. Бірақ бар менің әріптестерім, білетін достарым Қостанайды көргенде өте таза, әсем қала деп айтатын. Мен де оған өте қуанамын. Бүгінгі таңда бірнеше қоғамдық парктер ашылып жатыр, тал егіп жүрміз, жастарымыз оған белсенді қатысып жүр. Мен үшін ол сондай керемет, қуантатын жайт. Ол біріншіден. Екіншіден, әрине Қостанайға келгенде қазір қарап жүргенім жаңа үйлер салынып жатыр. Бірақ ең бастысы менің ойымша біздің жас аналар, жас отбасыларды аулада келе жатқанда көргеніме өте қуанамын. Неге десеңіз, жастар болғанда, кішкентай балаларымыз өсіп келе жатқанда осы қала, әсем қаламыз, туған қаламыз, оның болашағы зор екеніне кәміл сенемін. Приезжаете в Костанай, проживаете в Астане. Наверное, уже в голове какое-то есть сравнение. Что такого костанайского не хватает в Астане, либо чего такого астанинского не хватает в Костанае? Да, безусловно, это даже не сравнение, наверное, это уже такое, знаете, принятие жизни. Костанай – это безусловно, родина. Это родные, близкие, это эмоциональное тепло, это друзья, которые помнят тебя со школы, это подруги и друзья, которые знают тебя еще со студенческих лет. Это уважаемые аксакалы, мои коллеги, которые знают меня еще молодым специалистом. Это люди, у которых я, безусловно, училась и продолжаю учиться. Мне никогда не стыдно, допустим, попросить совета у наших коллег. Это эмоциональная привязка, и это, безусловно, это душевное тепло прежде всего. А что касается Астаны, мне нравится ее динамизм. Мне нравится это максимальное движение, постоянно меняющаяся повестка дня. Это безусловные изменения. И что мне нравится, я сейчас вижу, как запросы общества, они на самом деле ложатся в основу определенных законов, а потом они принимаются. И я буквально знаю, что через полгода, через год тот или иной закон, он уже будет регламентировать жизненные какие-то ситуации. И это такое смешение. С одной стороны, Костанай – это, еще раз объясняю, это душевность, это эмоциональность, это тепло. А Астана – это больше такой деловой центр, который я именно так и воспринимаю. Сөзіңіз атап өттіңіз, Астана сіз үшін ерекшелігі бұл қызу жұмыс. Сол қызу жұмыс ол сенатқа байланысты ғой, иә? Иә, әрине. Сіз сенатта жұмыс істейсіз, сол жерде ер адамдар басым болып келеді. Сіз әйел депутатсыз. Қызу талқылаулар болған кезде қандай бір мысалы тәсілдерді қолданасыз, немесе бір
жақсы жаңа бастап жатқан әйел саясаткерлерге бір мысалы өз мысалыңызды келтірсеңіз бізге. Менің ойымша ең бастысы гендерлік теңдік деген ұғым бар, бірақ сонымен қатар менің ойымша қайда жүрсек те біз әйел екенімізді ешқашан ұмытпай керекпіз. Біз анамыз. Қазақта айтады ғой, ең басты байлық ол сыйластық дейді, екінші байлық ол денсаулық, үшінші байлық ол ақжаулық дейді. Сондықтан сенатта өте тәжірибелі, құрметті ағаларымыз жұмыс жасап жүр. Сондықтан ол жерде менің ойымша сен әйел екеніңді небір теңдікті дәлелдеу қажеті жоқ. Менің әріптестерімнің тәжірибесі мол. Олар өмірлік тәжірибесін мол, жұмыс тәжірибесі мол, өзінің кәсіби жұмысын терең білетін әріптестерім. Бірақ сонымен қатар бірнеше заңды қарастырғанда, әрине ол жерде отбасының құндылықтары туралы айтпауға болмайды. Ал ол кісілер олардың өмірлік тәжірибесі мол болғаннан кейін соның бәрін түсінеді. Сонымен қатар мүмкіндіктері шектеулі балалардың құқықтары, әйелдің құқықтарын айтқанда, олар өздерінің аналарымен салыстырғанда, отбасындағы ақжаулықпен салыстырғанда, өсіп келе жатқан жас арулары туралы айтқанда, әрине сол мәселелердің бәрін қолдайды. Сондықтан тағы да айтам, ол бүгінгі таңда гендерлік теңдікті дәлелдеудің қажеті жоқ. Сонымен қатар онда айтпауға болмайды. Бір жағдайларда еркелетіп, бір жерде саған бір сондай құрметін көрсетіп, аға ретінде бір қолдауын жасағаннан ешқашан бас тартпаймыз. Сондықтан сол сыйластық, кәсіби сондай керемет тәжірибелік менің ойымша соған дәлел болады. Когда женщины говорят о гендерном равенстве и прочее, это можете потом вырезать. Я говорю, гендерное равенство заканчивается ровно в тот момент, когда ты не можешь открыть бутылку воды. Это не потому, что слабость, а потому что, я думаю, производители ее просто невероятно сильно закручивают. И что ты делаешь? Ты обращаешься к коллеге, говоришь, помоги, пожалуйста. Вот. Это нормально. То есть закручивать гайки и говорить о том, что нужно соблюдать и так далее. Нет. Уровень культуры воспитания, культуры отношения, он не требует доказательства того, что вот, обратите внимание, я тут женщина. Уверяю вас в том, что мне всегда везло на моих руководителей, мне везло, қазақ тілінде айтады ғой, өмірлік ұстаз деп. Сондай ұстаздарыма мен бақытты адам деп ойлаймын. Мне везло вот на руководителей таких, мне везло на таких коллег, с которыми вот не приходилось, знаете, там, вот, расталкивая там локтями или там доказывая это что-то там криками, нет. Поэтому вот молодым политикам я хочу сказать, самую простую философскую истину, да? Сознание определяет бытие, и бытие определяет сознание. Поэтому очень важно, кто вас окружает. Будут ли это люди, которые вас обогащают знаниями, опытом, хорошими примерами, чудесными поступками, либо это те будут люди, которые прямо противоположны этому. Поэтому все зависит от того, с кем вы общаетесь, к кому вы стремитесь и кого вы в свое окружение допускаете. Вначале мы же говорили про Астану, Костанай, про динамичное развитие. Это же и в политике у нас сейчас прям. Да. Вот, то есть Бигульберт, вы говорили про запросы общества, про те изменения, и, наверное, таким одним из ответов на эти запросы вышла новая конституция. Наверное, продолжение тех политических реформ, которые было. Как вы считаете, насколько быстро у нас все меняется, развивается именно в политическом поле? Насчет политического поля я хочу сказать, что в целом общественная жизнь, она очень динамична. А что касается того, насколько это быстро отражается в законотворчестве, обратите внимание, была ситуация по тем же самым самокаты. Самокатчики, да. В течение года этот вопрос был решен. То есть законодательная инициатива пошла, потом появился закон об этом, и он регламентируется. Вопрос только в том, что мы не всегда видим и делаем прогноз
к чему это приведет и что это может за собой повлечь. И вот сейчас, например, говорят о том, что надо упорядочить деятельность этих вот организаций и так далее. Теперь закон Салтанат, да, так называемый, он ведь на самом деле еще в период коронавируса получил такой общественный резонанс. Вот. Но когда вот случились эти трагические события в 2023 году, они просто способствовали тому, что эти процессы ускорились. И на сегодняшний день, безусловно, законодательство Республики Казахстан в сфере профилактики бытового насилия, в сфере семейных отношений является одним из таким прогрессивным законодательных актов. То есть в этом смысле были, безусловно, отдельные споры, в том числе в блогосфере, но благо к вопросу о динамичности у нас достаточно открытое общество, и в социальных сетях абсолютно любому депутату, в том числе законодателю, могут быть вопросы, на которые тут же можно получить ответы. Поэтому я знаю моих коллег, которые очень тесно занимались этой тематикой и эту тему раскрывали очень хорошо. Что касается в целом динамики, я хочу обратить внимание, что сейчас на самом деле очень-очень такая быстрая, очень оперативно происходит событие, да, то есть если раньше мы там оплачивали коммунальные услуги, в несколько организаций ходили, стояли в очередях, сейчас это в один клик можно сделать по телефону. Перевод денег аналогично, да, связаться с кем-то по телефону тоже. Но при этом есть такое философское понятие, парадокс социальной жизни, да. Чем выше уровень организации человека, чем выше уровень технологий, на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта активнее внедряются. Еще раз говорю, технологии искусственного интеллекта, не самый искусственный интеллект. Чем на больших скоростях мы живем, тем, к сожалению, мы теряем эмоциональную близость. Это то, о чем мы говорим, эмоциональный интеллект. Да? На этом сейчас делают огромные-огромные тренинги, которые собирают огромные-огромные аудитории. То есть человек определенным образом в силу вот этих вот огромных скоростей, он теряет вот то, о чем мы с вами говорим. Эмоциональный интеллект, душевную теплоту, просто человеческое общение. Да? Отсюда, безусловно, стремление где-то уединиться. Стремление пообщаться с природой, стремление уехать в деревню там, и так далее. Мне сіз осы біздің цифрлық қоғамымыз туралы атап өттіңіз. Жастарды мазалайтын бір сұрақ бар, бірақ ол тек қана жастарды емес, меніңше бүкіл халықты мазалайтын бір сұрақ. Қазіргі біз өмір сүріп жатқан конституцияда цифрлық құқықтарды қорғау жоқ. Енді қабылданған жаңа конституцияда ол жерде біздің цифрлық құқықтарымыз мемлекет тарапынан қорғалатын болады. Енді осындай сұрақ. Мысалы, бұрын адамдар егер алаяқтарға түссе, кейін олар полицияға барып арыз жазса, көбінесе өз ақшаларын қайтара алған жоқ, өйткені өздері арнайы доступ берді. Енді қазіргі, егер конституция тарапынан біздің цифрлық құқықтарымыз қорғалатын болса, осы жағынан, яғни алаяқтық жағынан ситуация өзгереді ме? Әрине, бүгінгі таңда қандай банктың сізде қолданатын карточкаларыңыз бар ғой, оны телефон арқылы функциялары бар. Сол функцияларға басып, онлайн кредитті алмаудан бас тартасыз. Онлайн кредитті алудан бас тартасыз. Неге десеңіз, оған енді бірнеше мүмкіндіктері бар ғой, сіз айтқан алаяқтар дейсіз. Ал негізі кредит керек болған жағдайда, негізі банкқа барып, өздері сол мәселені шешуге мүмкіндігі болады. Сонда алаяқтар телефон соғады, бірнеше сұрақ қоятын мәселе болады. Оны енді бәріміз де біліп жүрміз. Сол телефон арқылы біздің бар достарымызбен, әріптестерімізге бірнеше қажеті жоқ ақпарат жолдап отырады. Ол әрине бүгінгі таңда бар мәселе. Бірақ кредит алу, несие алу деген мәселені әр адамның мүмкіндігі бар. Карточкасына онлайн ретінде кіріп, кредитті алудан, несие алудан бас тарту функциясы бар әрине. Бірақ біздің конституциямыз туралы айтқанда,
айтып өтетін жайт ол алғашқы рет біздің конституциямызда адамдардың цифрлық қоғамда мүмкіндіктері де ашылады біріншіден, екіншіден олардың құқықтары біздің мемлекетіміз қорғаймыз деп сондай өзіне сенімдік артты. Әрине, бүгінгі таңда сонымен қатар тек қана мемлекетіміздің деңгейі, мемлекеттің тарапынан болатын жағдай деп отыруға болмайды. Қалай болса да, кезінде біз бәріміз де әріпке үйрендік, бірнеше тілді оқуға үйрендік. Енді бүгінгі таңда жасанды интеллект қоғамы болғанда, жасанды интеллект дәуірі болғанда, оған үйренбегеніміз дұрыс болмайды. Сондықтан менің ойымша біздің міндетіміз қайда жүрсек те балаларымызды оны үйренуге жетелегеніміз дұрыс. Сонымен қатар үйіміздегі апаларымыз, әжелеріміз бар, оларды да үйрету керек. Жасанды интеллекттің технологияларының түріне. Неге десеңіз, сонда олар өзінің құқықтарын өздері де қорғауға мүмкіндігі болады. Но в то же время мы видим по ЦОНам, то, что ЦОН закрывается, вот мы видим, что ребята более, допустим, молодого поколения, ЕГОВ Мобайл, мы все справки сделаем. Как относитесь, как давно мы были в ЦОНах? Наверное, и к Аружану, и к тебе вопрос, и к вам, Берну, потому что я вижу, что их все меньше и меньше становится, потому что век цифровизации, век этих всех услуг, но надо ли сохранять нам ЦОНы в таком виде, который... Вы знаете, время покажет. На самом деле ничто не вечно, ничто так не постоянно, как изменения, да? Поэтому, безусловно, те справки, которые мы раньше брали, ходили, будь то там, допустим, справка о психическом здоровье, да, или там какие-то справки, которые требовались о том, что ты не нарушал, там, скажем, не являешься нарушителем закона, или там какие-то справки из наркодиспансера и так далее. На сегодняшний день в них необходимость отпала. И если раньше мы их распечатывали, опять же, посредством там телефона и так далее. На сегодняшний день, когда мы синхронизируем данные всех государственных органов, в принципе, приходя за получением той или иной услуги, называя свой ИИН, ты уже имеешь возможность, а тебе вся цифровая карта уже дает данные. Вот на сегодняшний день уже совсем недавно Министерство здравоохранения сказали о том, что они интегрируют несколько систем, которые вот действовали все по-разному. И это уже говорит о том, что вот забивая те же самые данные твоего ИИН, можно получить информацию о состоянии здоровья, о том, какое у него образование, каков статус этого человека, есть ли у него семья или нет и так далее. Поэтому, безусловно, я думаю, что в ближайшем будущем необходимость в этих организациях действительно отпадет. Ну вот, кстати, насчет цифровой безопасности, действительно, сейчас столько возможностей создается. В Каспи появилась такая функция, как доверительный человек. Вот, например, у меня мама, у нее старший возраст, и я переживаю, что она может попасться на какие-то схемы мошенников, и в Каспи есть как раз функция, чтобы она меня доверителем поставила, и в случае, если она будет переводить какую-то большую сумму, это будет с моим согласованием. Поэтому это очень полезно, и вот все, кто нас смотрит, если у вас есть родители старшего возраста, и вы переживаете за их цифровую безопасность, заходите в Каспи, проводите это, ну и, соответственно, в ЕГОВе функция о добровольном отказе от кредитов. Очень помогает. У меня вообще привычка. Я с работы прихожу, все, телефон стоит на зарядке, я ухожу на кухню, ну и телефон живет своей жизнью, соответственно, я на кухне готова. На режиме или нет? Ну да. Какой-то звонок же можно пропустить. Ну вот я как-то об этом не думаю, что я могу что-то пропустить. Я всегда об этом думаю, что можно что-то пропустить. Вот у меня есть такая нехорошая привычка, я считаю, что все мое окружение думает точно как я. То есть после 7 часов я на кухне. Поэтому думайте, как туда ко мне достучаться. Да? То есть я уже все, я отключаюсь, я готовлю ужин, потому что это вот святая святых, потому что мы с семьей собираемся, делимся, кто что, и для меня это вот важно, я к этому очень сильно готовлюсь. Такой вопрос, мы про законы. Да, окей. Как пишут законы? Вот, он такой, наверное, как-то можно было по-другому сформулировать, но потому что Сенат, парламент, законотворческая часть, мы такие, наверное, я, потому что как депутат областного маслихата еще какое-то понимание есть, но большинство людей думают, как они это все придумывают, как это все это происходит, и потом по этим же правилам люди живут.
Как эта работа происходит? Законотворческая инициатива бывает, источником может быть абсолютно разные ситуации. Безусловно, первое – это послание главы государства, безусловно, его программное выступление. Я считаю, что в основу многих законов легли выступления нашего президента, которые были озвучены на Курултае. Курултай, это, кстати, стала такой площадкой, где Да, потому что вот именно на Курултае у нас представлены абсолютно все категории, да, и вот не говорить об актуальных вопросах, которые беспокоят общество, невозможно. Но при этом нужно понимать, что в основу выступления главы государства ложатся именно составляют основу выступления главы государства те вопросы, которые беспокоят общество, которые достаточно активно обсуждаются, в том числе в блогосфере. И, соответственно, исходя из той сложившейся ситуации, которая есть, ложится в основу последующего поручения главы государства правительству. Поэтому, когда тот или иной закон разрабатывается, безусловно, имеется инициативная группа депутатская, но при этом должен быть рабочий орган, тот или иной центральный государственный орган. Допустим, разработчики, закона об интеллектуальной собственности, Министерство юстиции. Поэтому это должен быть консолидированный труд, комплексный труд на основе депутатов, привлечение экспертного сообщества и, безусловно, это в министерство. Вместе с тем хочу отметить, что существуют инициативные законы, да, которые были предложены нашими депутатами. Но в этом случае тоже в авторский коллектив обязательно должны быть привлечены специалисты, которые в последующем будут заниматься в том числе реализацией этого закона. Это, еще раз говорю, должно быть на основе, с одной стороны, аналитической деятельности, экспертной деятельности и, безусловно, анализ регуляторного воздействия либо прогнозной ситуации, которая будет в последующем, когда этот закон уже будет действовать. Ал осы заңдардың негізгі мәтінін ол заңгерлер жазады, немесе депутаттар өздері жазады? Әр заң дайындалған кезде ол лингвистикалық экспертизаны өтеді. Сонымен қатар біздің қоғам қайраткері оны қарастырады. Сосын біздің заңгерлеріміздің экспертизасын өтеді. Міндетті түрде. Сіз осы президенттің бастамалары туралы атап өттіңіз. Жақында жаңа конституцияны айқындаған кезде біздің президентіміз атап өтті, ассамблея өз міндетін жақсы атқарды деп. Енді біздің білуімізше ассамблея басқа бір құрылымға ие болады, және де оның енді негізгі мақсаты қандай болады? Мысалы, ұлт аралық қатынастарды сақтау үшін әрине де әрдайым құзыретті орган болу керек. Енді ассамблея жабылса, онда қалай әрі қарай жұмыс жүзеге асады? Менің ойымша бір атап өтетін жайт болу керек. Оны айтпауға менің ойымша ол дұрыс болмайды. Ассамблея жабылмайды. Сосын бүгінгі таңда қоғамда айтып жүр ғой, сенат жабылды деп. Ол жабылмайды. Екі мәжіліс пен сенаттың орнында енді құрылтай болады. Ол политикалық тұрғыдағы өткізіп отырған модернизациямыз. Ол біріншіден. Екіншіден, ассамблея туралы айтайын. Сол ұйымда мен 2,5 жылда жұмыс жасап кеттім. Керемет ұғым. Бірақ сонымен қатар заң аясында оның атауы ассамблея емес, ол қоғамдық келісім деп аталады. Әр өңірлерде оның атауы қоғамдық келісім дейді. Енді оның ұлтаралық бірлікке, адамдардың, басқа ұлттардың, бірнеше ұлттардың Қазақстанда қалай жұмыс жасаймыз, қалай сол жұмысты жүзеге асырамыз, енді қалай дамиды деп туындаған сұрақтарға менің ойымша әр адамдың беретін бір сондай керемет жауабы болу керек. Халық кеңесінде біздің ассамблеяның мүшелері кіреді оған. Сосын шындығымызды айтайық, халық кеңесінде біздің қоғамдық кеңес бар ғой, әр облыстарымызда, қоғамдық кеңес дегенде ол біздің ассамблеяның бүгінгі таңда жұмыс жасап жүрген оның атауы.
Сосын ассамблеяда белсенді жұмыс жасап жүрген кісілеріміз қоғамдық кеңесте де жұмыс жасап жүр ғой, иә. Сонымен бірге ол адамдар депутат болуы мүмкін. Сонда бір адам қоғамдық келісімнің мүшесі болады, ассамблеяның мүшесі болады, депутат болып жүреді. Сонда 3 ұйымның құрамында бір адам болуы мүмкін. Сонда бүгінгі таңда ол жаңа біздің заманға талабына сәйкес олардың бәрін біріктіргеніміз ол өте дұрыс болады. Сонымен қатар қазіргі таңда халық кеңесіне қарастырылып заң қарастырылып жатыр, ол жаңа заң болады. Оның бас қосуы жылда бір реттен кем емес болу керек. Бірақ менің ойымша, олар 2-де, 3-те, 4-те рет бас қосуы мүмкін. Сосын оның бас қосуы тек қана Астанада өту міндет емес менің ойымша. Құрылтай 5 жыл жұмыс атқарып жүрдік қой, ол Ұлытауда да өтті, Бурабайда да өткен болатын. Сондықтан менің ойымша, сол біздің болашақ халық кеңесінің отырыстары біздің еліміздің түкпір-түкпірінде өткені жөн болады. Ол біріншіден. Екіншіден, менің ойымша, ассамблеяның негізгі жұмысын өзгерту керек. Бұрын әрине бәрі ұрандатып жүретін, міне мен ана халқының өкілімін, мен мына халқының өкілі болып жүрмін деп. Бүгінгі таңда жасанды интеллект дәуірінде ең басты жұмысымыз ол бізді біріктіретін не екенін бірге шешу керекпіз. Тіл болсын, атқарып жүрген жұмысымыз болсын, өсіп келе жатқан жастарымыздың болашағы болсын. Сол мәселелер бізді біріктіру керек. Ал тілін сақтау, дінін сақтау, әдет-ғұрпын сақтау, ол менің ойымша әр халықтың отбасының міндеті. Оны үйінде, отбасында, жанұясында сақтамаса, сырттан келіп біреу оны жасаған, менің ойымша, оның мүмкіндігі. Ондай мәселе бар бізде. Да, но, к сожалению, Бибигуль, мы же говорим сегодня про современные технологии, про соцсети. Очень агрессивно настроены на какие-то бытовые такие моменты, и бывает какая-то там маленькая там история обретает большие масштабы. Бывают информационные сбросы, которые нам, происходят тоже с помощью определенных там, сил и течений. Как вот от этого нам постараться оградиться? Вы сейчас говорите про семью, про то, что это все должно начаться здесь, но все равно люди многое время находятся в этом информационном поле, читают комментарии, видят, у них появляется какая-то злость, и начинают как-то с этим негативом идти и дальше продвигать. Такой вопрос, если у вас есть какое-то решение или мнение хотя бы, потому что... Это очень-очень обширный вопрос, безусловно. Но вот то, о чем мы говорили, я думаю, что на сегодняшний день казахстанцам, да и в целом, я думаю, что всем людям не мешало бы обратиться к истокам. Вот если взять, допустим, традиции казахского народа, никогда плохую новость не шли и не сообщали все люди. Для этого выбирался самый уважаемый в этом селе, в этом городе человек, который нес негативную информацию, которая постигла ту или иную семью. Может быть, это печальная информация, да, может быть, это трагическая какая-то новость. То есть они не говорили все, кому придется, а эту информацию нес в семью, которую эта трагедия постигла, только тот человек, который был уважаем. Только от этого человека семья, сохраняя определенные традиции, сабырлық дейміз, да, бекемдік дейміз, соблюдая дисциплину, принимала ту или иную информацию. И когда мы говорим на сегодня, и это в Конституции сегодня заложено, что браком считается добровольный союз женщины и мужчины. То есть мы с вами за традиционную семью, в которой папа мужчина, мама женщина. Мы с вами за традиционную семью, которая в последующем будет отвечать сначала за детей, а потом за своих взрослых родителей. Это такое взаимная преемственность поколений. И поэтому я за трехпоколенные семьи.
когда ребенок растет и видит, каким должен быть папа, каким должен быть дедушка. Когда девочка растет и понимает, что чтобы мамой быть, надо быть вот такой, а потом уже быть акжаулыкта әже, да. То есть вот это вот ценности традиционной семьи, на которые мы должны на сегодняшний день обратить огромное-огромное внимание. Что касается того, о чем вы говорите в блогосфере, я думаю, и сейчас уже мы к тому приходим, что распространение ложной информации, оно карается определенной ответственностью. И я считаю, что мы с вами придем к тому дню и к этому времени, когда размещение негативной информации, оно не будет воспринято аудиторией, то есть оно не будет восприниматься на ура. К сожалению, вот у представителей средств массовой информации, они всегда говорят, что наиболее востребованная информация, есть 3 вида, да, я только скажу о 2, это кровь, это деньги, и это отношения людей. То есть это то, на чем делают, так скажем, максимальные просмотры, да, из-за чего там, допустим, тираж газет раньше раскупался и так далее. Я думаю, что у нас с вами должны просто поменяться тренды. Совсем недавно, допустим, президент, когда посещал Центр искусственного интеллекта в Астане, он познакомился с блогером казахстанским, который занимается тревел-блогингом и размещает вот на своей страничке самые красивые места Казахстана. То, чем мы можем любоваться, то, чем мы можем гордиться. Да, у него достаточное количество подписчиков, но я уверена, что после этого это количество подписчиков будет еще больше. Вот. И мы с вами должны этих героев дня, о них говорить. Мне, например, очень нравилось, конечно, там потом был не совсем хороший оттенок, но когда у нас с вами случались трагические события, будь то паводок 24 года, будь то пожары, которые были в 22-23 году, наше общество, оно очень откликается. И различные благотворительные акции, проведенные мероприятия, это сборы людей, это все было направлено на хорошее, на позитивное. И поэтому миром движет конфликт. Безусловно, наверное, в социальной среде должны быть те, кто по тому или иному поводу негативят, но добра должно быть больше, и я более чем уверена, что так оно и будет. То есть не нужно выдавать за тренд то, что где-то там вышли негативные материалы. Если уж на то пошло, частенько бывает так, что когда смотришь, кто там лайкает ту или иную информацию, да, или там комментирует, заглядываешь, или у него аккаунт закрыт, или у него там количество подписчиков до 30 человек там, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, сегодня экологией отношений должны заниматься те, кто эти отношения налаживает. И того, что часто мы слышим, и как опасаются люди, это цензура или нет? Или это ответственность за то, что мы говорим, несем? Вот это вот тонкая грань, потому что люди любят передергивать, говорят, все, нас хотят там свобода слова, цензура, закрыть. Такие настроения тоже, мнения же бывают, они такие очень критичные. Да, безусловно. Я думаю, что это стоит вопрос не о цензуре. Самые главные наши заповеди, да, не навреди. И поэтому человек, который размещает тот или иной контент, он должен понимать, что это за собой повлечет, что это даст ему в последующем, как это отразится на обществе. Поэтому то, о чем вы сейчас сказали, это ни в коем случае не цензура, это попытка показать культуру общения, в том числе в блогосфере. Это же и буллинг в школах, когда мы, дети до какого-то момента, мы эту тему как будто не знали, что такое слово буллинг, а сейчас вот говорят, и действительно кто-то берет на ребенка, там может что-то сказать, и это влияет на... Я бы на самом деле очень сильно дозировала бы информацию, это мое, еще раз говорю, субъективное мнение, о фактах суицидального поведения, молодежи особенно. Я бы очень сильно дозировала информацию о фактах правонарушений среди молодых. Потому что вопрос критичности сознания, он на сегодняшний день очень-очень актуален. Очень актуален. Почему? Потому что нужно повышать культуру отношений, культуру общения, культуру образования. И когда мы говорим о воспитании, надо к истокам этого слова обращаться. Воспитание, то есть чем этот человек напитан, что в нем больше, да? Аба еще говорила, что знания без доброго сердца иногда могут быть злыми.
Да? Поэтому наши знания тоже должны быть с добрым сердцем. И именно поэтому мы сейчас очень большое внимание уделяем институту семьи. Мы огромное уделяем внимание, в Конституции об этом тоже отмечено, что большое внимание будет уделяться образованию и инновациям. Мы вот в эпоху технологий искусственного интеллекта должны понимать, что автоматизация, она неизбежна, да? И поэтому каждый человек должен понимать свои ресурсы и свои возможности, а развивать в том числе инновационные возможности. Именно поэтому сегодня большое внимание уделяется тому, чтобы создавать условия для дальнейшего развития вот именно в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Теперь, когда мы с вами говорим о воспитании, тут еще раз говорю, огромное влияние нужно уделять, помимо искусственного интеллекта, прежде всего эмоциональному интеллекту. Такие понятия, как сочувствие, соучастие, сопереживание. Это вот должно быть культом нашего общества. Еще раз поясню. Вот в эпоху невероятных скоростей, в эпоху огромных ситуации, когда на тебя давлеют те или иные события, человеку очень важно не забывать о том, что такое душа, что такое любовь, что такое уважение. Эти вот ценности, которые просто необходимо развивать. Что касается буллинга, это в моем детстве было. С самых малых лет, в наш период, я жила обучалась в обычной деревенской школе. Но у нас было хоровое пение. Вот это вот прямо обязательно. Это были совместные зарядки с утра. Это обязательное празднование дней рождения. То есть таким образом люди раскрывают друг друга, дети тем более. Но при этом это все было вместе с родителями. Еще раз говорю, это обычная, простая деревенская школа в Сарыкольском районе. То есть сейчас, когда мы с вами вот в погоне за различного рода иногда ложными ценностями, самая главная наша инвестиция – это наши с вами дети. И родители должны понимать, что вот все, что важно и необходимо, в ребенка вложить до 5 лет, а потом это просто развивать. Вот. И то, о чем вы говорите, буллинг, уядан ушканда и үйінде көрді, соны жасайды дейді, да? То, что ты увидел в своем гнезде, как ты был воспитан, вложено в тебя или не вложено, вот, ты потом уже это развиваешь. Это вот уже это аксиома, которая доказана не одними учеными. Та же самая концепция культурно-исторического развития Льва Семеновича Выгодского, которая говорит о том, что дети копируют поведение родителей. И каждый родитель, я думаю, что об этом должен помнить и знать. Еще раз говорю, все из семьи. Критичность мышления – это очень важный фактор развития сознания ребенка. Что вот это вот плохо, это и есть хорошо. Осындай сұрақ, бірлік тұтастық туралы. Мысалы, ешкім үшін ол құпия емес. Бізде Қазақстанда солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс болып бөлінеді. Кей кезде, мысалы, бізде батыста солай, бізде солтүстікте басқаша, мысалы. Сіздің ойыңызша қазіргі кезде осы әлеуметтік желілер арқасында, трендтер арқасында біз бір тұтас болып кеттік па, әлде бүгінге дейін әлі сақталып тұрады ма? Мысалы, бізде осындай әдеттер, бізде осындай, мысалы, салттар деген сияқты, солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс, Қазақстан бойынша. Менің ойымша, қазақтарды бөлу, тіпті руларына да бөлу, ол үлкен қате. Ол дұрыс емес. Неге десеңіз, қайда жүрсек те, біздің Қазақстан елінің бірлігін дамыту біздің ең басты мақсатымыз. Сонда біз оңтүстік, солтүстік дегеніміз ол дұрыс емес. Біздің әдет ғұрпымыз әр бар қазақтарымызбен қайда болса да сақталған. Тіпті министр болсын, не сол бір ауылда, шалғай ауылда жатқан бір шабан болсын. Балалары ұзатқанда министрдің де балалары болады, шабанның да баласы болады. Олардың бәрі де құдалық жасайды, тойды жасайды. Бала туғанда, не жаңа үй алғанда ерлік жасайды. Сондықтан біз мынадай едік, сенде сондай едіңдер деген ол дұрыс емес.
біздің ең басты ерекшелігіміз, біздің бар әдет ғұрыптарымыз ол бір. Сондықтан бөлінгеніміз ол дұрыс емес. Бүгінгі таңда менің ойымша оны қоғам сезініп тұр. Бірнеше депутаттармен де ол мәселе көтерілген болатын. Руларға бөлінбейік, бірнеше киім киіп жүр ғой, енді өзінің руы туралы жазылған. Менің ойымша ол әдетті қою керек. Әрине 90-шы жылдары, 80-шы жылдары жаңа ғана тәуелсіздігімізді орнатып жүргенде біз тіпті өзімізді зерттеп жүргендей болдық. Ал енді 30 жыл өтті, 35 жыл болады осы жылы. Біздің ерекшелігіміз сол біздің бірлігімізде деп солны ұрандату керек. Вопрос у меня про изменения, про будущее, про изменения. Вот у нас, например, на заводе «Алюр» мы точно понимаем, как движется машиностроение. Какие есть тренды. Там появляются гибриды, электрокары. И люди к этим изменениям готовы. Я сужу по заводу внутри пресса. Вы работаете в Сенате, в центре принятия больших решений и так далее. Какие изменения там чувствуются, какие настроения? То есть на масштабе, наверное, всей страны, либо как мы видим, куда мы, как страна, движемся, то есть общество. Импульс изменений, наверное, он же чувствуется прямо в столице, в самом таком центре. И вы находитесь в том месте, где все эти события происходят, какие-то, мы видим, новые законы появляются. Может быть, даже мы сейчас что-то не замечаем, те вектор, который есть в обществе, и либо на то, что в перспективе 55-10 лет будет развиваться, или то, на что нужно обратить внимание, может быть, это в законотворческой работе вашей отображается. Что касается изменений, как мы их чувствуем, на самом деле все эти изменения, безусловно, они происходят от того общественного запроса, который имеет место быть. Вы знаете, что депутаты обычно как минимум 3-4 раза выезжают в регионы с тем, чтобы встречаться с избирателями. Когда делается анализ поступающих вопросов из регионов, ты видишь, вот что на сегодняшний день актуально в экономической сфере, в социальной сфере, да? Какие особенные вопросы происходят по отраслям деятельности, там, пусть то будет сельское хозяйство, например, и так далее. Поэтому на сегодняшний день, говорю о деятельности Сената, 6 комитетов, они каждый по своему направлению эту работу ведут. И существует такое понятие, как выездные заседания Сената. То есть это ты выезжаешь на несколько предприятий, чтобы видеть на самом деле, какая ситуация обстоит. Вся эта работа, безусловно, сопровождается в том числе с участием ответственных государственных органов. Допустим, совсем недавно мы выезжали в Житомирскую область, готовили парламентские слушания по развитию транспортного потенциала Республики Казахстан. Дело в том, что были ратифицированы соглашения, согласно которым, допустим, с Китайской Республикой, да, представители этой страны могут заезжать к нам, есть безвизовый режим и так далее. Безусловно. В интернете у вас да. В интернете, говорю, в соцсетях Харгос или... Да, мы на Харгосе были, да. Все, я видел, там группа... Да, то есть, вот смотрите, принята была ратификация, да, то есть ратифицировано было соглашение о безвизовом режиме. Это, безусловно, способствовало тому, что транспортный поток, он усилился, да. К чему это приведет? Что это дает нашей стране? Как это защищает интересы наших граждан, которые выезжают на ту сторону? Все эти вопросы, безусловно, нужно рассматривать. И поэтому, если такой запрос поступил, и он стал актуальным, то необходимо выехать на место и ознакомиться с ситуацией. Потом это вложится в основу парламентских слушаний, куда приглашают ответственные государственные органы, вырабатываются рекомендательные письма, и соответственные решения будут приняты. Обязательно уезжать на место, либо можно собрать справки, почитать? Такой же метод тоже работы есть. Такой метод тоже, безусловно, работает. Но когда ты выезжаешь на место и знаешь особенности, и когда ты вот прям видишь, что, допустим, есть 2 погранпоста, один, где проезжают грузовые автомобили, и другой, где частные.
Вот. И какое среднее время занимает прохождение того или иного автомобиля через границу? Это вот нужно прям вот видеть, почувствовать это все с тем, чтобы говорить с теми же госорганами на одном языке. Госорганы там тоже бывают. Но для того, чтобы это ускорить, усилить, нужна в том числе депутатская поддержка. Вот. Поэтому то, о чем вы говорите, законодательная основа, насколько это быстро, полгода, я думаю, да, это вполне. Такой вопрос. Мы начали говорить про будущее, да? Вот как вы видите Казахстан в 2030 году в 3 словах? Только 3 слова. В первую очередь, это должна быть страна со стабильной экономикой. Поэтому в первую очередь это процветание. Это стабильность. Третье – это счастливый народ. И сразу же вопрос, который нас очень интересует. Сейчас вы неоднократно отметили развитие искусственного интеллекта. Не секрет, мы все используем в работе, в учебе. Главное – давать правильные скрипты. Хотели спросить, пользуются ли сенаторы искусственным интеллектом? И если пользуются, то какой из искусственных интеллектов именно вам нравится и почему? Еще раз говорю, это технология искусственного интеллекта. Я думаю, я надеюсь, что мои коллеги используют эти технологии хотя бы потому, чтобы быть в курсе происходящих событий. Я для себя открыла ChatGPT. Он мне помогает много. Ту информацию, которую я раньше получала из нескольких источников, он мне ее просто синхронизирует, суммирует и выдает коротко, четко и ясно. И поэтому ты то, на что затрачивал на получение информации, там, допустим, может быть, пару дней, может быть, 2 часа и так далее, это можно сделать одним кликом. Поэтому, еще раз говорю, я надеюсь, что мои коллеги им пользуются. Поэтому в законе об искусственном интеллекте есть строка, что когда появляется тот или иной продукт, человек, который использовал технологии искусственного интеллекта при его создании, просто обязан указать, что он использовал то или иное приложение. Да? Поэтому, чтобы быть в курсе происходящих событий, еще раз говорю, я надеюсь, что мои коллеги его используют. Обращаюсь на камеру, вдруг там, чтобы не подумали, Биби Гульберкнова не пишет законы с помощью чата GPT. Чат GPT помогает именно собрать информацию. Да, то сейчас сразу мнение же может сложиться, там все потому что некоторые пишут там, может кто-то пишет из студентов курсовые либо дипломные работы через чат GPT, вдруг такие оказались случайно. Есть такие. Это очень плохо. Делайте отметку, что вы используете. В создании, допустим, тех же курсовых работ, дипломных работ, да, и так далее. Ведь еще и принимается альтернатива, да, так называемый антиплагиат. Да, насколько я знаю, по своему предыдущему месту работы, когда я писала магистерскую диссертацию, и там действительно это уже 10 лет назад было. И я когда писала магистерскую диссертацию, защищала, тогда еще технологий искусственного интеллекта не было. И многие вещи, мы прям ходили в библиотеки, читали и так далее. Но сейчас в условиях дефицита времени проще сделать сравнительный анализ из разных источников на ту или иную происходящую в обществе ситуацию. И в этом плане, конечно, оно удобно, очень удобно. Наш подкаст уже близится к завершению, наш эфир, запись, выпуск. Там потом мы определим правильное слово всему этому. 2 рубрики у нас осталось. Да. Очень такие быстрые, динамичные. Наверное, первая рубрика – это Блиц. Аружан будет задавать вам вопросы. Нужно отвечать быстро, коротко, не думать. Первое, что придет в голову. Давайте. Начнем. Астана или Костанай? Костанай. Строгий костюм или удобный casual? Зависит от ситуации. Но чаще. Костюм. Строгий тайм-менеджмент или умение импровизировать? Это взаимоисключающие вещи, которые должны вместе применяться. На самом деле, сейчас думаю. Да, строгий тайм-менеджмент. Критика в соцсетях. Читать все комментарии, чтобы знать настроение, или не тратить на это нервы? Второе. Какой совет вы бы дали самой себе 20-летней? Ой, какой чудный вопрос. Быстро. Да. Я себе 20-летняя учиться и учиться. Что я и делала, собственно говоря. Отлично. Какую книгу сейчас читаете или прочитали недавно? Совсем недавно я прочитала
Уяда Нушкан, Бауржан Момышұлы. Рекомендую всем к прочтению. В каком жанре книга? Как вам сказать, вот она сегодняшнего дня, кстати, особенно касается. Это как себя вырастить. Хорошо. Я бы назвала это технологией личностного роста. Ну, как раз-таки сейчас очень много разных психологических книг таких, но на казахском очень мало. Это, конечно, и как раз другой, там, знаете, про какой-то характер, наверное, про преодоление. Да, это преодоление. Вообще, я бы рекомендовала молодым людям прочесть «Путь Абая», желательно на языке оригинала. И вот там все вот разложено, вот понимаете, все то, от чего нужно отталкиваться дальше. Если бы не политика и не государственная служба, то какая профессия? Ну, изначально я закончила 4 курса Карагандинского медицинского института. Но в силу различных событий перевелась на психологический факультет. И в том и другом случае не жалею. И если бы вы говорите госслужба и... Если не политика и не госслужба, то какую профессию вы бы выбрали? Ну, я бы пошла работать по диплому, психология. Отлично. Самый полезный навык для политика в 21 веке? Не скатиться ни в коем случае, сейчас скажу, как это называется, в популизм. Отлично. Теперь у нас формат чуть-чуть меняется. Серик, теперь, да, давайте вы проведете ее. Формат продолжите фразу. Да. Тоже, наверное, в таком же попробуем ритме. Идеальный выходной для депутата Сената – это? Выезд на природу. Все. Самое сложное в работе с людьми – это? Отвечу вам психологическим языком. Чтобы у нас с ним ведущая система восприятия была единой. Поясню. Все, надо пояснить. Да. Есть люди визуалы, есть аудиалы, есть кинестетики, да? Вот. Он к тебе приходит, долго машет руками, что-то, но не сформулировал, что надо. А ты, например, аудиал. И ты ему говоришь, так что вы хотели? А он тебе продолжает махать, дышать, там, плакать, эмоционировать и так далее. И ты ему говоришь, так в конечном итоге, чем я вам могу помочь? А он вот этого сформулировать не может. Поэтому... Иногда сидишь и думаешь, вот было бы хорошо. Вот говорят же, люди друг друга понимают на уровне взгляда, да, или там, допустим, у нас мы друг друга понимаем с первого слова и так далее. Это те люди, у которых ведущая система восприятия, они вот, схожие или одинаковые, скажем так. Но часто бывает, что чуть-чуть все по-другому. Поэтому сегодня очень много людей, которые воспринимают мир картинками, да, вот говорят образное, клиповое мышление и так далее. А было бы неплохо, чтобы мы не только вот как бы потребляли информацию картинками, но и вникали глубоко в смысл. Ну и заключительный вопрос. То, с чего, наверное, мы и начали, и разговаривали. Продолжите фразу. Когда я слышу слово «Костанай», я сразу вспоминаю... Проспект Аль-Фараби. Широкий, красивый, чистый, с замечательными людьми, с прекрасным воздухом, с прекрасной зеленью. И еще раз говорю, почему Костанай? Потому что не скажу, что 50% Костаная меня знают, но 30% точно. Это и бывшие студенты, это и бывшие настоящие коллеги, это и друзья, это и родные. Поэтому, конечно, проспект Аль-Фараби, где всегда тепло, уютно, свежо, замечательно. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам, уделили свое время. Я думаю, беседа состоялась. Там люди потом напишите в комментариях, либо где это будет, как вам формат сегодняшний. Всем большое спасибо. Спасибо, это для меня какой-то прям психотренинг был.